Добрый день. В эфире «Точка зрения». Это место, где ценится мнение каждого нашего гостя. Мы продолжаем обсуждать в рамках Года патриотизма указ главы Республики Саха-Якутия, который называется «Мы – будущее России». Этот проект стартует в этом году. Он рассчитан на несколько лет, но в любом случае он посвящен патриотизму. Сегодня в нашей студии очень важный для нас гость. Это руководитель исторического парка России «Моя история Соловьев» Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, здравствуйте. И первый вопрос, конечно же, что для вас такое патриотизм? Какое понятие вы вкладываете, какой смысл вкладываете в этот термин? Добрый день, Наталья. Патриотизм – это слово вообще очень важное, я считаю, и оно, собственно, является основой нашей деятельности как учреждения, и всей системы исторических парков. Патриотизм – это, конечно, в первую очередь, это любовь к своему Отечеству, это стремление внести достойный вклад в его развитие. Это мы как раз как учреждение культуры и как учреждение, которое занимается просветительской работой, мы призваны вносить свой вклад в то, чтобы наше подрастающее поколение воспринимали историю, понимали свою историю, культуру своего народа, своей республики, своего отечества, и на этой основе стремились сделать то, в зависимости от того, какие у них интересы, какие у них профессиональные устремления, внести этот достойный вклад. Чтобы они ассоциировали себя и свое будущее со своей страной, со своей историей, со своей культурой. И поэтому мы проводим очень большой комплекс мероприятий, направленных на решение этих задач. Я должен сказать, что мы работаем 2,5 года, открылись мы 20 октября 2017 года, и за это время нас посетило порядка 300 тысяч человек. Дмитрий Иванович, а если сравнивать динамику, увеличивается интерес к вашему учреждению по посещаемости или снижается? Если взять чистую статистику, то у нас в 2018 году нас посетило 111 200 человек, а в 2019 году 108 900 человек. То есть ровно, в общем-то. Да, ровно. Конечно, это зависит от нашей работы, от работы с партнерами нашими, социальными, с учреждениями образовательными, с государственными органами. Мы активно взаимодействуем на основе соглашений. И многие наши партнеры, они говорят о том, что, в общем, как здорово, что такое учреждение и такая площадка интересная появилась в нашем городе, в нашей республике. Их на сегодня создано 21 исторический парк по всей стране. Я очень благодарен правительству за то, что у нас исторический парк создан как отдельное здание с определенными возможностями. Не во всех регионах так. Не во всех регионах так. И я общаясь со своими коллегами, конечно, замечаю, что есть элемент какой-то грусти на эту тему, что не всегда возможности соответствуют той потребности населения, которая имеется в этих регионах. Если переходить непосредственно к тем экспозициям и залам, которые у вас есть, что появляется нового, как обновляется контент? Либо он статичен? Контент основных экспозиций, 4 экспозиций, с которыми уже все, в принципе, хорошо знакомы, он статичен. Однако идет, скажем, работа по, скажем, добавлению некоторых тем. Но на данный момент планируется большая, скажем, системная смена экспозиции. Во временном плане это будет выставка «Память поколений», посвященная юбилею Победы. Да, это будет интерактивная выставка таких наиболее известных произведений художников, советских художников на тему участия нашей страны в Великой Отечественной войне. И впоследствии планируются такие большие выставочные проекты в мультимедийной форме по всей стране. То есть вообще изначально этот проект задумывался как мультимедийный для того, чтобы была возможность транслировать сразу через всю систему определенную выставку. Например, была такая интересная выставка «Россия, устремленная в будущее».
Вот. Или, значит, сокровища России в музеях России, то есть не только в центре. Да, вот задача была как бы показать те работы, которые экспонируются в региональных, значит, периферийных музеях. Да? Вот. Дело в том, что проект сейчас находится в стадии активного развития и открытия новых парков. Планируется открытие во Владивостоке, в Калининграде, в Пятигорске и так далее. И, конечно, это большая нагрузка для команды, московской команды нашего головного исторического парка, который расположен на ВДНХ. Вот, поэтому вот эти вот временные такие крупные выставки, конечно, в таком объеме, котором планировалось, пока у нас ну, не совсем удается реализовать. Но дело в том, что мы сами, как учреждения, это в основном это учреждения культуры, мы проводим на своих площадках массу временных выставок, массу, значит, просветительских мероприятий, о которых вы знаете. Значит, мы проводим, значит, выходные дни для семейного, значит, познавательного досуга. Практически все государственные праздники, значит, даты военной истории, наши исторические события мы каким-то образом отмечаем и проводим тематические мероприятия. Допустим, за вот эти годы мы провели порядка 3000 экскурсий, тематических экскурсий. Разработано их порядка 30. Скажем, День России, День флага. То есть это совершенно бесплатные экскурсии. Квест-игры и так далее, и так далее. То есть большой набор таких вот услуг. Дмитрий, знаете, меня вот не покидает все время одно смутное сомнение. Я общаюсь с людьми, причем с разными людьми, в магазинах, в такси, где угодно. Я всем задаю один и тот же вопрос. А вы смотрите фильмы о Великой Отечественной войне? Ну, у нас очень хорошо сейчас, и раньше очень хорошие фильмы были о войне, и сейчас российский кинематограф очень живо откликается на эту тему, и создаются шедевры, можно сказать. Но, тем не менее, молодые люди все чаще дают отрицательные ответы и говорят, ну, мне эта тема не очень интересна. Меня это очень огорчает, конечно, потому что для нашего поколения эта тема очень близкая. У меня, например, оба дедушки погибли в Великой Отечественной войне. Ну, то есть в каждую семью вошла трагедия. Наши дети уже слишком далеки от этого исторического события, от победы нашей, и все чаще появляются там в сети всевозможный контент, связанный с тем, что дети даже не знают, с кем была война. Не путают ее с войной 812 года. Вот такие вот вещи бывают. Поэтому, конечно, я очень заинтересована в том, чтобы донести эту информацию до именно молодых людей. Поэтому среди этих 108 тысяч, которые в этом году были, какой процент детей, которые пришли туда не потому, что была организована экскурсия школы, да, а пришли потому, что им эта тема интересна? Вот какая-то статистика либо наблюдение есть на эту тему? Ну, у нас порядка 60% это дети школьного возраста и молодежь. Поэтому, ну, по какой конкретно причине, значит, что послужило что стимулом их сподвигло, прийти, непонятно, да, да? тут, может быть, такого разделения, наверное, можно посчитать, вот, скажем, наверное, половина вот школьников все-таки это посещает у нас, если не больше. Потому что классный руководитель придумал. Да, в составе организованных групп. Дело в том, что, вот вы знаете, наверное, такую небольшую, или для нас это большая проблема, то, что школьные группы, они могут посетить вот музеи или другие учреждения, значит, на школьных автобусах. Это заметно ограничивает вот, ресурс, да, и возможности для школьника посетить вот, учреждения культуры или другие учреждения. Поэтому мы в постоянном контакте находимся с теми службами, с теми органами управления, которые вот за это отвечают. И мы находим понимание, и я им за это благодарен. Вот, и все учреждения культуры, в принципе, национальный проект «Культура» возлагает вот на учреждения культуры значит, такую ответственность за то, чтобы они проводили более активную работу. И я знаю, мои коллеги, директора учреждений культуры, очень активно взаимодействуют со всеми значит, и учреждениями образования, да, значит, общеобразовательными учреждениями и учреждениями специального высшего профессионального образования. Вот. Поэтому эту работу мы ни на минуту не останавливаем. Вот. И я думаю, что то, что мы делаем, оно находит вот отклик в сердцах и в сознании
подрастающее поколение. Мы, по крайней мере, мы прилагаем для этого все максимум усилия. усилий. Да. Ну, мне тоже очень нравится ваш исторический парк. Не раз там была, и действительно он такой очень атмосферный, он погружает в определенную среду, и поэтому полнота ощущений и контент входит быстрее, скажем так. Очень здорово, что у нас в республике он есть, гораздо раньше, чем во многих других регионах. Горжусь этим. Вот. Ну и возвращаясь к теме указа главы, просто буквально одна фраза из него. Сочетание традиционной и цифровой среды в развитии личности. Вот это как раз тот самый вариант, который демонстрирует ваше учреждение. Мы сочетаем традиционные и цифровые среды. И получается, в общем-то, неплохой эффект. Да, и мы как раз, я просто могу сказать, что мы вот буквально в последнее время целый цикл временных выставок, где мы сами производим мультимедийный контент уже и внедряем туда натуральный экспонат, вот эти выставки пользуются очень большим интересом, то есть они, вот, так сказать, можно сказать, завоевывают сердца. Я очень надеюсь, что для нашего поколения Z, это нынешняя молодежь, это действительно тот формат, который позволит им изучать свою историю и, глубже погружаясь в нее, ценить настоящее и чувствовать свою ответственность за будущее. Дмитрий, большое вам спасибо. Надеюсь, что еще не раз встретимся в этой студии «Точки Спасибо зрения». вам.